Событием в художественной жизни Республики Коми стала персональная выставка интинского художника Виталия Трофимова, которая экспонировалась в Сыктывкаре в Доме художника. Говоря об этой выставке, наверное, и о тех годах, которые я прожил, наверное, надо еще говорить и о тех людях, с которыми я прожил. Поэтому, делая выставку здесь, я прежде всего рассчитываю на зрителя, того зрителя, который давно из Инты переехал в ваш город. То есть многие интинцы здесь живут, работают, на пенсии находятся. Я думаю, что это будет и их общая встреча здесь, о чем была договоренность заранее у меня. Я думаю, что это будет и какая-то радость того, что и я с ними. Вот. Если говорить о творческих задумках, которые постоянно идут всю жизнь с художником, вот. Но я думаю, что отделять одно от другого нельзя, то есть не может быть такого, что шел в одну сторону и вдруг развернулся и пошел в другую, это бывает редко. Я думаю, что то направление, в котором я всегда работал, то есть это северный пейзаж, городской пейзаж, индустриальный пейзаж. Но я думаю, что все это здесь каким-то образом присутствует. И, в принципе, я хотел показать тот мир, в котором я жил, в котором я живу. Причем ведь в этот мир я, в мир северной жизни, вошел в 20 лет, то есть 35 лет назад. Вот. Я в этом мире, в этой жизни не разочаровался. И имея возможность, допустим, перебраться, жить в Петербург, я наверняка последние дни своей жизни буду доживать в Инте. То есть в этом смысле я думаю, что моя жизнь гармонична. Вот. И поэтому, так сказать, из года в год, ну, акварель – это техника-то водяная, переливающаяся из одного в другое. То есть темы льются, переливаются из одной в другую, поэтому не случайно те, кто уже видели работы, говорят, а я это видел. То есть это видели или в рисунках каких-то, когда-то сделали, в набросках, когда-то в мастерской люди бывали. Вот. Поэтому я думаю, что все достаточно гармонично для меня, то есть я не вижу дисгармонии в том, что делаю я. Вот. А когда это все выставлено совершенно в другом месте, ну, как бы неожиданно, в другом зале, когда это можно расставить, развесить так, как тебе хочется, то, естественно, это является поводом для размышлений, для более, может быть, точной корректировки своей дальнейшей работы. Вот. Ну и кроме того, довольно редко удается увидеть свои работы. У меня работы достаточно интенсивные по цвету или по тону. Вот, то есть я думаю, что у них присутствует какая-то драматургия, драма. Вот, и поэтому, когда я смотрю себя в большом зале, то есть как на выставке где-то, вот, то я хорошо вижу вот, все свои «за», которые здесь есть. То есть я бы не сказал, что я разочаровался в том, что я сделал за последние 2 года. Вот, и все какие-то промахи, которые обязательно в каждой работе есть, я это все тоже ощущаю, вижу. Вот, поэтому каждая выставка, я выставок вообще-то в городе делаю очень много, по 2, по 3 в год. Вот каждой выставке я благодарен, то есть есть возможность как бы со стороны посмотреть на себя, потому что все это несколько в другом виде, нежели все это в мастерской или в тех мечтах, которые есть. То есть мечты – это одно, осуществление – это другое. И вот здесь то, что осуществлено, или то, что я не сумел воплотить, все здесь присутствует. Виталий Трофимов – единственный профессиональный художник, живущий в Инте. В этот приполярный город он приехал после окончания художественно-графического училища из родного Ленинграда. Я знаю очень многих художников, но вот такой глубокой привязанности к какому-то определенному месту, оседлости я ничего никого не видела. Вот скажи, чем тебя привязала Инта? Почему ты, вот, как в 70-х годах, как начал, работаешь, и даже сейчас говоришь, что не собираешься туда уезжать? Ну, я бы ситуацию изложил таким образом. Можно каждый день в Сыктывкаре, выходя из своего дома и идя на работу, идти другой улицей, по другой стороне, разное освещение, разное время года, разное настроение, состояние души. Поэтому практически, вот если у меня есть в горах изба, к которой я привязан, то есть, ну, 10-15 верст в сторону, не больше, то ведь дело в том, что вот эти тысячи деревьев, которые меня окружают, миллионы камней или миллиарды, там, допустим, сотни перекатов, я их каждый раз вижу по-новому. Поэтому, каким-то образом, возможно, потеряв какую-то масштабность, глобальность какого-то мироздания, вот, я ухожу в маленький мир, который абсолютно такой же,
Я его просто, видимо, достаточно лучше знаю, лучше вижу. И вот ребята-геологи, допустим, с вашей Академии наук, говорят так: о, вот я это место знаю, хотя он был с другой стороны гор. То есть получается, что я настолько хорошо какой-то изгиб, там что-то прочувствовал и увидел. Вот поэтому я думаю, что, ну, это как йог. Допустим, человек, который живет и работает в какой-то науке, допустим, там куда-то лезет далеко в сторону. А человек замыкает внутри самого себя. Это тоже огромный мир. Каждая клетка – это отдельная жизнь. Богатые возможности акварельной техники привлекают многих художников, но мало кто посвящает ей всю свою творческую жизнь. Я очень люблю серьезную музыку, потому что когда я слушаю музыку, то у меня ощущение, что все вот музыканты – это люди, которые в раю. Вот когда я сижу в консерватории, я тоже в раю. Потому что это все вместе происходит. А так это отдельно. Вот запись, это отдельно происходит. Вот, то есть для меня это очень важно. Вот, я очень люблю серьезную джазовую музыку. То есть все, что касается... У меня все это есть. Джаз – это импровизация. Акварель – это тоже импровизация. То есть то, что я задумываю, иногда, может, годами лежит какой-то маленький рисуночек размером в 2 спичечные коробки, делается это 1,5-2 минуты. Дальше проходит какое-то время, определенно, когда все это кристаллизуется, приобретает, как сказать, явную необходимость. То есть меня что-то заставляет именно сегодня начинать писать вот это, а не то, хотя у меня, то есть вот сейчас есть, допустим, рисунков 150, готовых уже эскизов, по которым я могу делать еще 2-3 выставки. То есть у меня вперед все есть, что делать. Вот. И вот эта импровизация, это свобода. Вот. И еще по характеру человек довольно подвижный, вот, непоседа. И поэтому меня все это устраивает. И вот зная с юности, что я непоседа, вот, я осел на одном месте. Поэтому никакими калачами меня никуда не заманила жизнь. Вот. И зная вот эти свои свойства, вот, просто одно совпало с другим. Написано 1000 работ, если не десятки тысяч. И я не чувствую, что мне не о чем сказать, что я себя заездил. То есть в творчестве как получается? Вот сначала все хотят в совершенстве овладеть мастерством. Техникой. Да, и потом вот эта техника, это мастерство начинает художника губить. То есть он превращается, в сушеную сдобу. То есть с виду это торт, но этот торт уже 2 месяца, допустим, лежал в пустыне. Вот. Я думаю, что когда человек об этом знает, то есть я ведь говорю не то о ком-то, я говорю о себе, вот, значит, все нормально, то есть я могу на ситуацию влиять. Когда я не знаю, это уже болезнь. Ну, дай Бог, чтобы эта болезнь меня не посещала. Виталий Трофимов много ездил по республике в творческих группах художников. Особенно полюбился ему приполярный Урал. Вместе с 2 сыновьями Виталий Викторович построил дома. Один на реке Усе, вблизи Абизи, другой в верховьях Харуты. Сам страстный рыболов и путешественник, он гостеприимно принимает всех путников в своих домах. Избы Трофимова известны многим охотникам, рыболовам, геологам и даже пограничникам. Большую часть года художник живет в одном из своих домов, где находит творческое вдохновение в окружении тишины и богатой природы. Все это лаконично выражено в стихах Вениамина Смирнова. В лесу, среди листвы и птиц невидимых, замрет душа, предчувствием полна. И с каждым годом мне все кажется понятнее и неведомее, как красота твоя, лесная тишина. И вдруг опять суета городов. Когда я живу в тундре, немытый, небритый, голодный, холодный, без уюта и так далее, сажусь в вертолет, и вдруг на горизонте появляется дым, а города еще не видно, трубы коптят же, да? Вот, появляются терриконы, копры, то, извините, мне в город хочется. Поэтому оттуда отношение к этому городу совершенно другое, нежели у человека, работающего на заводе. Теперь, извините, хотим мы этого или нет, занимаясь самоуничтожением, а это самоуничтожение, это никто не отрицает, и ваш город, наверное, точно такой же, как все остальные. То есть, во-первых, города уроды, потому что это не то, где надо, хорошо, уютно жить, хорошо работать. Вот. И поэтому отношение должно быть абсолютно, то есть все вот эти вещи, твердые, жесткие,
Они, вот если бы они здесь были, они бы очень хорошо работали с этим, потому что у человека был бы выбор, вот в этот мир уйти или в этот. И я знаю, что любишь очень осень. И почему вот продолжаешь эту тему постоянно? Эту осеннюю тему. Нет, Кстати, у вас же там нет леса фактически. Ну как? А ты ее все время как-то вот... Нет, ситуация несколько другая. Ситуация просто вот в чем. Дело в том, что зимой практически рисовать, писать практически же нереально. Зимой все время темно. Осень – это всегда прощание. То есть вот я сейчас приехал, извините меня, если кто-то из художников из жизни ушел, и я его не хоронил, то есть это прощание. Осень – это увядание. Вот. Но осень – это еще немножечко и другое. Вот когда я с детьми работаю, ставлю вазочку, рассказываю, что это же руками сделано, то есть это нельзя просто так относиться, ставлю сухую веточку с цветочком засохшим, вот, и говорю о увядании. Настроение у ребенка, ну, понятно, подавлено, да? Потом я говорю, да ты не переживай, выйди весной, раскопай землю, стукни вот так этим цветочком, засыпь, и вырастет миллион растений. То есть это как раз, осень – это как раз разговор о бессмертии. Создание акварельных листов Виталию Трофимову помогает высокая художественная культура Ленинграда, архитектура, поэзия, театр, музыка, особенно любимый джаз. Графические импровизации художника наполняют пейзажи мыслями и чувствами, позволяет сделать работу не только эмоциональной, но и выразительной. Мне повезло, что одна из моих родственниц была, допустим, администратором в хорошем концертном зале в Петербурге. И в 4-5 лет я уже и «Лебединое озеро» смотрел, вот, и Садко слушал. То есть я уже был там, где полагается быть любому человеку. И, собственно, я и сейчас всегда, когда вырываюсь, то есть я и в Мариинке бываю, в филармонии бываю, и на репетициях оркестров хожу. То есть это, я считаю, что очень важно. И главное, не пропала к этому тяга. То есть здесь масса вот ребят-художников, которые когда-то пластинки собирали, слушали музыку и так далее. Но я не думаю, что эти пластинки перетираются, хотя бы раз в год слушаются. Со мной пока этого не произошло. Акварели Трофимова подкупают удачными цветовыми решениями, душевной искренностью, лиризмом. В каждой работе звучит своя тема. От тихой речки веет грустью. От гор исходит холод величественной древней красоты. Осень полыхает пламенем костра, а над елями, охраняя лесной покой, светит луна. Каждый графический лист – новелла о северной природе, созданная талантливым художником. Как тебе удалось все-таки сохранить собственное индивидуальное лицо в этой технике? Ну, дело вот в чем. Дело в том, что, во-первых, у меня идет в работе борьба с этой техникой. То есть акварель, она, ну, скорее всего, напоминает какое-то такое, ну, скажем, перистое облако. Очень подвижное, что-то очень легкое, очень хрупкое. У меня акварель, в принципе, настолько мощно нагружена, что я думаю, что это в какой-то степени, ну, или есть в этом элемент чисто внешней дисгармонии. Вот. Теперь как, что удается? Я никогда не старался быть ни на кого похожим. Я всегда смотрел много выставок, видел много акварелей. Но, видимо, просто так получилось, что я сумел в этой жизни, ну, реализовать какие-то свои возможности достаточно самостоятельно, достаточно индивидуально. Ну, наверное, одна из трудностей, но это у любого художника. Художники много рисуют, много пишут этюдов. Но можно ли с этих рисунков сделать что-то? Можно ли этот этюд использовать в картине? Вот в чем вопрос. Вот раздвинуть рамки этюда или рамки какого-то небольшого явления, вот, и превратить его в очень большое, это, наверное, и есть то, что должен уметь, ну, настоящий художник. Вот, поэтому, если есть какая-то эпизодичность, если есть какая-то кадровость, такая вот сиюминутность, значит, ответ на тот большой вопрос, который ставит перед собой художник, о чем он говорит, нет. Ну и вот что мне помогает?
Я ведь по существу живу почти в пустыне, когда ухожу из города. Вот. Поэтому любая какая-то деталь, я ее могу со всех сторон обойти, обсмотреть, сверху, снизу, там, с вертолета, с вездехода, с другой стороны реки и так далее. Поэтому, если вы видите дом, который я изображаю, во-первых, я в нем наверняка не один раз жил, во-вторых, там уже, может быть, не одно поколение людей сменилось за эти 30-40 лет, которые я знаю это место. Вот. И поэтому все это, видимо, дает элемент какой-то достоверности. Вот. Другое дело, что достоверность могла быть еще более открытой, еще более ясной, более простой. То есть иногда художник, делая какую-то вещь, переусердствует и из простых ясных вещей делает какой-то ребус. То есть настолько много хочет вложить туда. Вот здесь, наверное, надо суметь. И вот для себя я достоинством считаю то, что, допустим, очень обожая искусство, скажем, художника Рериха, вот, я не думаю, что я что-то оттуда взял и что я каким-то образом на него похож. Но ситуация ведь еще вот в чем. Дело в том, что он вообще жил внутри этих гор, то есть это его квартира была. Я вот, если вы смотрите на горы, как бы смотрю на них со стороны. Все акварели на выставке написаны художником за последние 2 года. Несмотря на жизненные передряги, Виталий Трофимов много работает. Творчество его радует нас, обогащает наши души. Хочется закончить словами Николая Рериха. В жизни так много чудесного. Каждое утро мимо нашего берега проплывает неизвестный певец. Каждое утро медленно из тумана движется легкая лодка и звучит новая песня. И кому он поет? Может быть, нам? Христос заставил нас болеть за всех, кто нас окружает, за все, что нас окружает. И если ты это знаешь, то очень хорошо регулировать какие-то свои поступки, свои действия, потому что, ну, в моем возрасте уже, наверное, лгать нежелательно. То есть пора уже прийти к тому, что надо, как думаешь, что думаешь, излагать конкретно. Естественно, не нанося каких-то уронов, не делая какой-то боли находящимся в жизни рядом с тобой, ну, как людям, так и миру, в котором ты живешь.